Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Самый лучший подарок любимой женщине, а особенно на 8 марта, это новая квартира. И окружная администрация города Якутска и компания «Высота» по программе частного муниципального партнерства сделали этот подарок. Для меня честь от лица администрации города Якутска поздравить вас. Спасибо. Раз, два. И самое главное, ключи. Больше квартира была или нет? По квадратуре-то нет, а там просто разделенная на 2 комнаты. Здесь получается одна комната, но благоустроенная. Это просто удача, потому что многие вокруг у нас аварийные дома, и у них очередь еще долго, еще до 25-го года они ждут. Территория 78-го квартала Сайсарского округа у нас одно из самых сконцентрированных мест, к сожалению, по аварийному жилищному фонду. Мы сейчас стоим в объекте, построенном ООО «Высота». Станислав Иванович и его команда работают вообще на данном направлении более 14 лет. Это одни из самых таких с хорошей репутацией застройщиков на данном рынке. Работают с нами плотно уже довольно давно. Несколько домов они уже расселили. Темпы у них очень хорошие. Граждане довольны по качеству, по недоделкам, а от жителей поступали минимальное количество заявлений. Как показала практика, ООО «Высота» работает, исправляется, находит общий язык с гражданами довольно-таки хорошо, предоставляет им хорошие варианты, люди соглашаются, судебных споров у них, как правило, минимум. Специализированный застройщик «Высота». Поздравляю вас! Желаю вам всего хорошего, наилучшего, крепкого здоровья, счастья в ваших семьях. Принесли мне очень также подарки семьи Черкашиных. Поздравляю вас! Поздравить очень долго ждали. Очень долго ждали. А то каждый месяц у нас дотапливает. Ну, каждую весну у нас дотапливает там. Сырость, постоянно сырость. Для меня хотелось ввести в наш объект какую-то изюминку, да? Посмотреть на реакцию собственников жилья, хозяев. Вот. Ну, я так вижу, что собственники довольны. Да, довольны. Вот. Ну, мне больше всего нравится балкон и гардероб. Ну и планировка такая нормальная, обычно бывает же. Ну, первоначально я думала, что они такие длинные коробочки. Обычно в основном такие же квартиры идут сейчас. Не квадратики, а прямоугольные. А тут прямо квадрат, все можно ставить. Балкон нравится, очень большая. Уже планируем буквально сколько лет ставить. То есть летом где-то будет лежать. Количество переселенных семей на территории Сайсарского округа переселено нашей организацией по моей инициативе 89 семей с 2015 года. А практикой переселения я занимаюсь с 2008 года. Вот. Если уточнять цифру с 2008 года, сколько переселено было предоставлено нового жилья вот, взамен на старое жилье, я затрудняюсь еще сказать. Но однозначно переваливает где-то за 120 квартир, это точно. Данный проект, он реализуется в рамках
договора о развитии застроенной территории. Данные договора, они у нас действуют приблизительно с 2010-х годов, заключались с застройщиками, с инвесторами, которые изъявляют желание построить жилищный фонд на тех или иных участках квартала города Якутска. А посредством данного механизма городской округ города Якутск, местная администрация, также решает вопрос граждан, проживающих в аварийных деревянных ветхих домах. То есть, если дается разрешение на строительство, то накладывается обязательство на застройщика, чтобы он расселил, также и решил в положительном ключе жилищный вопрос граждан, проживающих в аварийном жилье. Сейчас, в настоящее время, с нововведениями градостроительный кодекс о развитии застроенной территории сейчас перетекло в комплексное развитие территории. То есть сейчас у нас прорабатывается, как вы все знаете, микрорайон спортивный, это так называемый 17-й квартал, 2-й, 4-й, 17-й квартал. И попутно еще разрабатывается по мастер-плану, который разрабатывался совместно с управлением архитектуры Республики Саха-Якутия. То есть это комплексное решение, комплексный подход к решению, в том числе и сокращения аварийного жилищного фонда. Много еще таких у нас, кого надо переселять? Вот по количеству есть какие-то примерные цифры? В настоящее время на территории городского округа города Якутск признано аварийными в установленном законном порядке более 1180 многоквартирных домов. И из них в действующую программу удалось включить по условиям федерального законодательства только 162 дома. Остальные более 60 домов, они расселяются как раз таки, в том числе и путем уже действующих договоров о развитии застроенной территории. А вот оставшееся количество домов, это 934 многоквартирных дома, к сожалению, сейчас в подвешенном состоянии вынуждены ждать начала следующего этапа региональной программы, которая предварительно известно начнет действовать только после завершения текущей региональной программы. Это, то есть после 2025 года, когда весь субъект со всеми муниципальными образованиями закроет данную действующую программу. Но одновременно с этим, понимая, что необходимо запараллелить, так сказать, и решение по сокращению аварийного жилищного фонда правительством и с органами власти на всех уровнях, сейчас разрабатывается, как я уже повторяюсь, механизм реализации комплексного развития территории. То есть и будет действовать и комплексное развитие территории, куда будут привлечены частные инвесторы. Ну и будет параллельно, конечно же, обязательным в порядке начата региональная программа, следующая, так называемый третий этап программы переселения, куда будут уже включены аварийные дома, признанные таковыми после 1 января 2017 года. Я бы сказал, что на строительство этого дома, на расселяемых людей, заканчивая вводом в эксплуатацию, уходит где-то до 4 лет. Вот такая ситуация. Но если этот процесс запустить, то он, соответственно, пока строишь этот дом, уже расселяешь под следующий дом. И таким образом, как говорится, в городе Якутске я вижу перспективу изменения этого облика. Вот. Если бы политику градостроительства направлять по усилению в сторону наших жителей, куда вкладывать нужно свое внимание, начиная от предпринимателей, заканчивая, скажем, нашей властью, пусть будет муниципальной, поактивнее, посильнее. Все это взаимосвязано. Но я скажу, что достичь результатов положительных можно. Для развития муниципального частного партнерства в столице Якутии нужна система, которая бы позволила переселять из старых домов жильцов в новое жилье. И тогда наш город Якутск действительно станет лучшим городом на вечной мерзлоте. Ирина Дмитриевна.
Вообще страшно живем, конечно. На полу вода была. Вот сейчас сказка. Раз, два, три. О! Ой, начали дела. Вообще большой. Вообще красота. Плакать буду сейчас. Ой, правда, не верится. Я поздравляю. Спасибо. Я вообще в шоковом состоянии до сих пор хожу. Спасибо большое всем. До сих пор не верю. Ура!